Мария Магомадова любит рисовать осень. Время года у нее ассоциируется с зеленым, оранжевым и красным цветами. Пока она не смело выводит неровные контуры на альбомном листе, однако через 5 лет, когда Марем получит свидетельство о дополнительном образовании, кажется, школьница сможет запросто удивить своих ровесников. Сколько ты уже ходишь в кружок? 1 сентября. Что ты уже умеешь? Рисовать А что ты умеешь рисовать? осень. И еще цыпленок. Что не рисунок, то маленький шедевр, ведь сделанный руками ребенка уже талантливо. Всего в 4 художественных школах Гудермеса и в школе искусств обучаются более 600 детей. Хореография, рисование, оригами, бисероплетение, вокал, театральное искусство. Все эти кружки стали доступными для молодежи Гудермеса. В июне этого года был открыт Центр культурного развития. Его построили по федеральной целевой программе за счет бюджетных средств. Основные цели у нас заключались в этом году по обслуживанию населения. У нас были основные цели и задачи. Это удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии нашей традиционной народной художественного творчества. Это создание условий для организации культурного досуга и отдыха жителей нашего района. Также предоставление услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительно-развлекательного характера. 25 библиотек, 4 из них в черте города. И читателей здесь полный зал. Причем приходят не только за литературой учебной, но и художественной. Как мы выяснили, даже в наше время библиотека – друг человека. Какую тенденцию заметили сегодня библиотекари, так это то, что сюда стало заглядывать и взрослое население. Somos bibliotecát, خزقيات سيخ يوخ biblioteki سينش باوتشو بيشو كنيش حاجة يوخ سين إنتري سمعت بيشو كنيش حاجة يوخ خزقيات biblioteka خز ديازدا خوش يازين كنيش يخوتوا يوشش خزقيات. Единственное, на что сегодня сетует библиотекарь, так это на неукомплектованность книжного фонда. Однако это скорее временная тенденция, ведь книг много, а что в итоге может получить каждая библиотека, зависит от множества факторов. В том числе и от средств федерального бюджета. И здесь остается только ждать. Во время 2 военных кампаний весь фонд был утерян. Конечно, у нас есть книги, которыми мы очень даже гордимся. Это энциклопедии очень старинные. Хороший набор у нас краеведческой литературы. Но поступление слабое. В этом году, вот уже год завершается, всего 800 книг поступило. Отголоски прошлых событий – это недостаточное техническое оснащение сельских домов культуры. Что успели сохранить педагоги, то сегодня стараются дополнять. Это касается в первую очередь музыкальных инструментов. В многих сельских поселениях у нас нет той базы для работы с творческими коллективами. Постепенно материальная база улучшается. Сельское поселение Мелчи. Раньше это здание было ветхое, но не было там абсолютно ни материальной базы. Нужно было произвести капитальный ремонт. Сельское поселение Мелчи, Дом культуры, сельское поселение Хангишют, сельское поселение Брагуны. Совсем недавно, например, восстановили сельский дом культуры в Брагунах. Ведь здесь находится особая гордость всего района – Кумыкский культурный центр и солистки группы «Нюр». У них все по-взрослому. Своя пока небольшая примерочная, костюмы и долгие разговоры. Так что же надеть на очередную репетицию? Времени на подготовку самого концерта уходит гораздо больше. Культура для меня прежде всего это нравственность, это воспитание. Для меня все хорошее, все, что связано с нашими традициями, что связано с нашими обычаями, для меня это культура. Культура – это прежде всего не только строительство зданий, но и сами люди. Те, кто любит свою профессию, верит, лучшее только впереди. В круговороте дней каждый вносит свой вклад в развитие культуры, которая, как бы это парадоксально ни звучало, ценит искренность, честность и трудолюбие. Алевтина Бнадыкова, Мансур Саев и Зельм Закаев. Новости.